Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. В студии Алиса Шамба, и в начале выпуска коротко о главных темах дня. Вручение верительных грамот. Президент России Владимир Путин принял дипдокументы от посла России в Абхазии Алхаса Квициния. Погружение в культуру братская псна. В Южной Осетии открылись Дни культуры Республики Абхазия. Рост показателей. В ГТК подвели итоги внешнеторговой деятельности Абхазии за первый квартал текущего года. Веер отменен. С 1 апреля в республике снято ограничение подачи электроэнергии. Чрезвычайный полномочный посол Республики Абхазия в Российской Федерации Алхас Квициния вручил верительные грамоты президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Церемония вручения верительных грамот традиционно прошла в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. Верительные грамоты главе российского государства вручили еще 16 вновь прибывших послов иностранных государств. Впервые посол Абхазии вручил верительные грамоты в дипломатической форме, разработанной МИД республики. На церемонии президент России Владимир Путин выступил с объемной речью о внешней политике страны. Говоря об отношениях с Абхазией, Путин отметил, что Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному развитию Абхазии. Республика Абхазия – наш стратегический союзник и ближайший сосед. В этом году мы отмечаем знаковые даты: 15-летие признания России независимости Абхазии, установление дипломатических отношений и подписание договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Россия продолжит выполнять взятые на себя обязательства по комплексному социально-экономическому развитию Абхазии. 57-й раунд международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье прошел в Женеве. Абхазская сторона вновь сосредоточила особое внимание на необходимости согласования дальнейшего подписания юридически обязывающего документа о международных гарантиях неприменения силы. Однако обсуждение вопроса по инициативе грузинской стороны было предложено перенести на следующий раунд. В ходе встречи также обсуждались вопросы возобновления работы механизма по предотвращению и реагированию на инциденты в городе Гал и последние внутриполитические события в Грузии. В частности, абхазской стороной было подчеркнуто, что призывы представителей грузинской оппозиции относительно возможности открытия так называемого второго фронта могут привести к непредсказуемым последствиям и спровоцировать новую эскалацию напряженности в регионе. Поднимался и вопрос о возможности использования абхазских паспортов в качестве документов для передвижения по миру. Проведение следующего 58-го раунда международных женевских дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье намечено на июль текущего года. Состоялась онлайн-встреча министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба с министром иностранных дел Республики Никарагуа Денисом Манкадо Калиндресом. В своей речи Инал Ардзинба отметил весомый личный вклад Дениса Манкадо в укрепление абхазо-никарагуанского сотрудничества. Инал Ардзинба также передал слова приветствия от президента Абхазии Аслана Бжания в адрес президента Никарагуа команданта Даниэля Ортеги, пригласил Дениса Манкадо посетить Абхазию с визитом для участия в форуме Global Абхазия, приуроченном к 30-летию со дня учреждения МИД Республики Абхазия, который состоится 17 мая. Денис Манкадо в своей ответной речи передал слова приветствия президента Даниэля Ортеги в адрес руководства Республики Абхазия. Он высоко оценил уровень двустороннего взаимодействия и выразил заинтересованность в дальнейшем развитии многопланового сотрудничества. Кроме того, глава МИД Никарагуа принял приглашение посетить Абхазию с визитом, а также прочитать лекцию студентам АГУ. В Южной Осетии открылись Дни культуры Республики Абхазия. Торжественная церемония прошла в Государственном драматическом театре имени Хитагурова. Здесь же состоялись показ спектакля Абхазского молодежного театра «Третий день войны» и концерт государственного ансамбля песни и танца Абхазии. Перед официальной церемонией открытия главу абхазской делегации министра культуры Даура Кови принял президент Южной Осетии Алан Гаглоев. Уважаемые коллеги, рад вас видеть в Республике Южная Осетия. Вы приехали с такой очень приятной миссией создать культуру братского абхазского народа жителям Республики Южная Осетия. Нашим народам очень многое пришлось пройти вместе, подставляя братское плечо друг другу.
В Отечественной войне Абхазии принимало участие очень много представителей астинского народа. Многие из них награждены высокой наградой Героя Абхазии. К большому сожалению, среди них есть такие, которые получили эти награды посмертно. Те испытания, которые выпали на нашу долю, мы вместе прошли, вместе добились признания независимости наших республик. И сегодня, благодаря нашему стратегическому партнеру Российской Федерации, мы движемся дальше. Сегодня нам очередной раз приходится вместе, и представители астинского народа, представители абхазского народа вместе с многонациональным российским народом отстаивают всю ту же историю, все те же ценности, которые нам пришлось очень много раз отстаивать. В победе, конечно, из нас никто не сомневается, победа, конечно же, будет за нами, но очень приятно, что в такой сложный период все-таки мы находим время, находим возможности приезжать друг к другу. В Цхинвале работает наша съемочная группа. Подробно о том, как прошли Дни культуры Абхазии в Южной Осетии, мы расскажем в ближайших выпусках новостей. План перевыполнен по всем направлениям. В Государственном таможенном комитете подвели итоги внешнеторговой деятельности Абхазии за первый квартал текущего года. Все детали у Алики Трапш. Товарооборот Абхазии за отчетный период составил 9 миллиардов 400 миллионов рублей, что более чем на 1,5 миллиарда рублей превышает показатели прошлого года. Импортные поставки осуществлены на сумму свыше 7 миллиардов 456 миллионов рублей. И эта цифра на 1 миллиард 380 миллионов больше прошлогодней. Объем экспорта составил почти 2 миллиарда рублей, рост 7,6%. По итогам первого квартала текущего года таможенные органы Абхазии начислили в бюджет республики почти 609 миллионов рублей, при плане в 570 миллионов рублей. Таким образом, план первого квартала 2023 года выполнен на 107%. Все таможенные платежи, которые поступают в государственный бюджет по линии таможенного комитета, разделяются на несколько видов. Ну, так скажем, на первом месте стоит у нас налог на добавленную стоимость, НДС, ввозной НДС. Доля его во всех платежах составляет 60%. Далее у нас таможенная пошлина на импортируемые и экспортируемые товары 18%, таможенный сбор 16% и акцизный налог 6%. В денежном эквиваленте, если вот рассматривать эти проценты, то таможенная пошлина составляет 111 миллионов рублей, таможенный сбор 99 миллионов рублей, акцизный налог 39,8 миллионов рублей, платежи за акцизные марки 3,8 миллиона рублей и НДС 353 миллиона рублей. То есть, я как уже сказал выше, это самое большое поступление от всех видов таможенных платежей. Почему такой рост? Ну, он обусловлен рядом факторов. Это увеличение, во-первых, объема поставок в нашу страну. Все товарные, ну, по товарной номенклатуре, да. И также вот, если говорить об экспорте, я говорил выше, что экспорт у нас повысились показатели. Это экспорт цитрусовых плодов, винодельческой продукции и прочих товаров. Аляс Лабаху также проинформировал, что относительно недавно из России в Турцию через нашу республику прошел транзитный поезд с 62 контейнерами. Безусловно, за осуществление транзита через Абхазию выплачивают таможенные платежи. Этот факт не может не радовать, поскольку пополняется бюджет страны. Об итогах по линии правоохранительной деятельности проинформировал заместитель председателя ГТК Зураба Ашуба. Так, за отчетный период выявлено 62 административных правонарушения. Совместно с подразделением Министерства внутренних дел Абхазии было реализовано 5 мероприятий по выявлению особо опасного вида контрабанды, в ходе которого в момент перемещения на таможенную территорию Республики Абхазия через таможенный пост ПСО были обнаружены и изъяты наркотические средства: метадон общей массой 6,019 грамм, героин общей массой 0,16 грамм, психотропные вещества прегабалин 59,7 грамм, лирика 42 капсулы, нейротин 17 пластин,
и Баптин канон 12 пластин. Наверное, на слуху казалось бы, да, что это, в общем-то, не такой большой вклад в деле решения данного тяжкого преступления. Но я хотел бы сказать, что в этом плане прошлый год и первый квартал он был прорыв. Потому что, к сожалению, данный тяжкий вид преступления был реализован именно в эти 2 года. Все это время, к сожалению, борьба с этим злом была мало, мягко говоря, неэффективна. Ряд вопросов организационных, мероприятий, которые связаны с МВД, подписание междуведомственного сотрудничества привело к данному результату. Я думаю, что эти позиции будут только усиливаться. Также должностными лицами таможенного комитета было задержано и изъято 223 440 единиц табачных изделий, 105 единиц электронных сигарет, 285 пачек табака для кальяна, 209 бутылок алкогольной продукции и газированных напитков, 198 единиц косметической продукции, 7 аппаратов для майнинга, 2500 единиц свежесрезанных и искусственных цветов, 259,9 килограммов цветного металла и 210 килограммов ореха в скорлупе. В виде штрафов и иных видов взыскания в республиканский бюджет внесено 468 574 рубля. Алька Трапш, Заур Кварчи, Абхазское телевидение. С 1 апреля в республике отменен график верных отключений. На данный момент все районы республики снабжаются электроэнергией бесперебойно. О ситуации в энергосистеме, ожидаются ли новые ограничения, узнавала Шазина Ханагуа. По словам заместителя главного инженера Черноморэнерго Саида Блабба, климатические условия и уменьшение нагрузок на сети позволили отменить ранее введенные ограничения в подаче электроэнергии. График верных отключений был отменен в связи с тем, что приток на Джварском водохранилище был увеличен. Начнем с того, что переток был осуществлен в полном объеме, использован и отключен. И питание страны было переведено на линию 220 киловольт со стороны Джварского водохранилища. Саид Блабба отметил, что ограничения будут возможны лишь в случае пиковых нагрузок. При перегрузе подстанции их будут локально отключать. Однако на данный момент таких процессов не наблюдается. Нынешний режим позволяет бесперебойно снабжать население электроэнергией. В вечерний период самый пиковый диапазон нагрузочный, в этот отрезок времени возможны перегрузы локально на подстанциях. В связи с этим могут быть применены какие-то локальные отключения. На данный момент таких отключений нет. Возможны какие-то аварийные случаи, внеплановые ситуации. То есть фактор не исключен в связи с состоянием наших сетей. И это будет вне рамках каких-то графиков. График на сегодняшний день отсутствует. На днях в социальных сетях сообщалось о том, что в Джварском водохранилище произошел сброс воды. Заместитель главного инженера Черноморэнерго Саид Блабба опроверг данную информацию. В связи с объемами притока воды, которые мы сегодняшний день наблюдаем, таких опасений у нас нет, спроса не было. Спрос возможен в случае том, что приток воды будет превышать 600-700 кубов в секунду, и накопление гидроресурса будет превышать 1,5 метра, более 2 метров воды по уровню, что создает излишнее давление, недопустимое давление на плотину. В таком случае только лишь возможен спрос воды. На данный момент спроса нет, этот режим не применялся, и сомневаюсь, что в ближайшее время такой режим будет принят. Предельная норма, то есть высоты PF верхнего 510 метров, в случае на накопление воды свыше 510 метров, тогда возможен тоже спрос. После зимнего периода сотрудники Черноморэнерго проводят плановые мероприятия по осмотру состояния сетей, распределительных пунктов и подстанций. Выполняются стандартные процедуры по обслуживанию электросетевого хозяйства предприятия. Шазина Ханагуа, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Продолжается рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров, произошедшем в 2019 году. Очередное заседание суда прошло в здании СКБ. Были заслушаны показания свидетеля защиты Валины Сангулей. Из зала суда репортаж Эсмы Гуланзе.
Рассмотрение дела о тройном убийстве на набережной Махаджиров продолжается. По ходатайству стороны защиты в суд была вызвана свидетельница Валина Сангулия, соседка родителей подсудимого Эрика Чкадуа, проживающая в районе Учхоза. По утверждению свидетельницы, 22 ноября 2019 года она видела Эрика Чкадуа по соседству и беседовала с ним. По ее словам, разговор состоялся примерно в 14:30 и длился около 10-15 минут. Убийство на набережной Махаджиров произошло в тот же день в 14:40. С детьми прогуливаюсь, иду, смотрю, Эрик встречает, с гаража выходит. Вот. Я говорю, здрасте, здрасте. И спрашивает, ой, как дела? Я говорю, ничего. Я говорю, вот так. Что делаешь? Вот, говорит, собаку, говорит, родителей нету. Я даже не знала, что их не было дома. Они в Москве, оказывается, он мне сказал, говорит, они в Москве на лечение, говорит, плохо было на лечение, поехали там, папе плохо, мама с ними поехала. Я, говорит, приехал сюда собаку кормить. А тут, говорит, нету корм, мне пришлось, говорит, корм купить. Чуть-чуть осталось, говорит, корм вообще нету. Вот это разговоры у нас были. И все, минут 10, там 15 постояли с ним. На вопрос, откуда такая точность в воспоминаниях, свидетельница ответила, что воспитывает внуков, у которых свой график сна. В 2 часа просыпаются они. Это имеется в виду 12 часов днем? Днем, да. Они обед по-любому спят, но они с 12 спят у меня, потому что рано встаю. А после, когда они просыпаются, я их на прогулку. Они сразу кушать не сядут никогда. Кроме того, по словам свидетельницы, она запомнила дату, потому что ночью 21 ноября из машины ее сына украли аккумулятор. И об этом факте в беседе с Эриком Чкадуа она тоже рассказала. Я к нему подошла, по этому поводу тоже сказала. Я говорю, машина не стала на улице, если родителей нету. У нас вот так ЧП получилось ночью. Кто-то появился, аккумулятор взял. Говорит, говорит, никто не тронет. Потому что, говорит, у меня, говорит, у вас, говорит, это не закрывается, а у нас, говорит, автоматически закрывается, не откроешь, говорит. Вот так. Потом за собаками разговаривали, больше ничего. Ладно, говорит, я много, говорит, поговорил, говорит, я домой поднимусь, говорит, я домой пошел, говорит, надо помыться. И все, я с детьми отошла и ушла, гуляла. По словам свидетельницы, после убийства к ним во двор приходили участковые, которые опрашивали соседей. Меня спрашивали, говорит, родители, когда последний раз видели, последний раз это видели. Да. Я говорю, а что случилось? Говорит, вот это убийство, говорит, вот их как-то что-то подозревают или что-то. Я говорю, не может быть. О том, что вы Эрика в этот день вот видели, да, что он приходил с вами, разговаривал, вы кому-нибудь, например, там, с соседям, его маме, папе рассказывали об этом? А их не было. Когда приехали они? Нет, я их не видела после. А кому-то из родственников, может, друзей, товарищей? Родственников нету там. Одна семья живет. А вы не думали о том, что может, это важно будет эту информацию предоставить следствию, чтобы Эрика незаконно не обвиняли, не преследовали? Пускай важно будет то, что есть, то я и вам говорю. Вот со мной стоял человек в это время. Сторона защиты сообщила, что на судебное заседание были вызваны хирург республиканской больницы Чагава и заведующий отделением рентгенологии Берзения. Однако они не явились. Далее адвокат защиты Автандил Чкадуа заявил ходатайство о признании недопустимыми доказательствами протоколов допроса свидетеля Зухраба Шинкау. Согласно ходатайству, административно арестованный Шинкау не мог быть допрошен без участия адвоката. И его показания также не могли быть депонированы. Будучи административно арестованным 27.11.19 года, Шинкау был допрошен в качестве свидетеля по данному уголовного дела без участия адвоката. А 29 ноября того же года его показания были депонированы Сухумским городским судом, также без участия адвоката. Таким образом, показания Шинкау выполнены в нарушении норм уголовно-процессуального законодательства
и Кодекса Республики Абхазия о судопроизводстве по делам о административных правонарушениях и, по мнению защиты, в соответствии со статьей 75 УПК, являются недопустимым доказательством. Сторона гособвинения и адвокат потерпевших с ходатайством не согласились. Суд принял решение на позапрошлом судебном заседании об отказе в удовлетворении данного ходатайства по мотивам того, что при расследовании уголовного дела следователь и судья руководствуются исключительно уголовно-процессуальным законом, в котором нет ограничений для допросов подсудимого. Единственное, что добавилось, право на защиту. Изучив эти протокола, видно, что под каждым протоколом Шинкау ставит свою роспись. Это в качестве допроса свидетелей. И мы оглашали протоколы допроса в качестве депонирования. Здесь я также изучил эти допросы. Более того, здесь вот во втором депонировании вообще отсутствует сведения, знаний судьей о том, что адвокат ему требовался, он не предоставил. Решением судебной коллегии Верховного суда Республики ходатайство было оставлено без удовлетворения. Доводы защиты, изложенные в настоящем ходатайстве, были предметом рассмотрения судебной коллегии на судебном заседании 14 марта 2023 года. И по выводам суда они признаны несостоятельными. Настоящее ходатайство по сути и заявленным требованиям аналогично предыдущему ходатайству, и суду не представлено новых обстоятельств, ведущих к отнесению оспариваемых протоколов допроса к недопустимым доказательствам. Судебная коллегия не согласна с утверждением автора ходатайства о том, что Шинкау Зухраб Абдулович при допросах в качестве свидетеля не был ознакомлен с правами, предусмотренными статьей 56 Уголовно-процессуального кодекса, так как оспариваемые протоколы свидетельствуют об обратном. Вместе с тем, судебная коллегия также обращает внимание на то, что при принятии итогового решения судом будет произведена проверка и дана оценка всем собранным в рамках рассмотрения настоящего дела доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности, а их совокупность, достаточности и убедительности для разрешения уголовного дела. Следующее заседание суда по делу о тройном убийстве на набережной Махаджиров состоится 11 апреля. Эсма Гуланзе, Алексей Гухава, Абхазское телевидение. В Москве состоялось заседание Межгосударственного совета по конгрессной деятельности и выставочно-ярмарочному сотрудничеству стран Содружества независимых государств. Во встрече приняла участие делегация Абхазии. Ее возглавил председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра, торговый представитель Республики в России Олег Барцец. Подробнее в материале Гугуцы Вардания. На протяжении многих лет заседания Межгосударственного совета по конгрессной деятельности и выставочно-ярмарочному сотрудничеству стран Содружества СНГ проходит в Москве на ВДНХ, месте, воплощающем объединение национальных культур и олицетворяющем дружбу народов. Традиционно здесь собираются представители Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Таджикистана, Молдовы и других стран СНГ. Делегацию из Абхазии на встрече представляет председатель попечительского совета Международного культурно-делового центра, торговый представитель Республики Абхазия в России Олег Барцец. Для нас очень важно принимать участие в форматах, которые проходят на пространстве Евразийского союза, на пространстве стран СНГ, постсоветского пространства, поскольку Абхазия считает себя неотъемлемой частью и очень органичной частью этого единого пространства. Все процессы, которые протекают на евразийском и постсоветском пространстве, я думаю, со временем в эти процессы будет также интегрирована и Абхазия. Для этого мы обладаем всем необходимым потенциалом. Налаживание контактов, обмен опытом, содействие продвижению на международный рынок научно-технических и инновационных разработок товарной продукции, а также участие стран СНГ в международных выставках и ярмарках. Главные цели Межгосударственного совета. Участники заседания обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества в различных форматах, а также потенциал интеграционного взаимодействия. Обсуждался и ход работ по созданию выставочно-торговых центров в национальных павильонах на территории ВДНХ и перспективы их функционирования. Среди них и павильон Абхазии, который совсем скоро откроется. Руководство выставки делает все возможное для того, чтобы этот объект был сдан именно в этом году. И я хочу выразить отдельную благодарность, не могу не отметить тот факт, что сейчас очень серьезные усилия предпринимаются и Москвой, и ВДНХ. И генподрядчик выделил все возможные свои резервы, силы для того, чтобы закончить объект в срок и чтобы
наш объект был один из таких очень востребованных на выставке, потому что наша концепция, которая была вложена в проект приспособления, она наполнена очень серьезным техническим, эксплуатационным таким современным наполнением. И вот то, что будет воплощено потом в концепции, я уверен, это вот принесет радость и гостям столицы, и абхазским посетителям, которые будут в этом павильоне находиться. Мы собираемся наполнить этот формат очень серьезной работой, очень серьезным содержанием. В ближайшее время мы формализуем наши отношения и с московской абхазской диаспорой, и с Всемирным абхазо-абазинским конгрессом, чьи команды очень талантливые, очень мобильные, динамичные. Они проводят огромную работу по популяризации нашей страны, по сохранению нашей культуры, традиций. И поэтому такая площадка, как Национальный центр Абхазии на ВДНХ, на самом главном выставочном, культурном, историческом пространстве Российской Федерации, разумеется, для нас имеет большое значение участвовать в работе на такой площадке, на такой интеграционной площадке. Павильон номер 6 был построен в 1954 году. Первоначально в нем размещалась экспозиция Литовской ССР, а с 1964 года он носил название Академия наук СССР «Химия». Совсем скоро его двери откроются вновь в статусе национального павильона Абхазии. Гугуца Вардания, Абхазское телевидение. И в конце выпуска традиционно о погоде. По сообщению Гидромедцентра, в четверг, 6 апреля, на территории Абхазии ожидается облачная погода с прояснениями, временами дождь, гроза, туман. Температура воздуха ночью плюс 7-12, днем 9-14 тепла. Температура морской воды плюс 10. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго и до встречи в эфире.